творится за моей спиной, не самое страшное, что предстояло участникам так называемого Чабадинского прорыва. Дорогие джипы и уазики чувствуют себя в своей родной стихии. Дмитрий Аргунов, Вячеслав Жолун, специально для новостей. Подожди, я спрошу. С вопросом будет. Пишем. Раиль, сколько народу приняло участие в так называемом сегодняшнем мероприятии и каковы ваши дальнейшие планы? Ну, сегодня у нас участие приняло вместо запланированных 5 даже 12 машин, 12 экипажей. Ну, народ я даже не считал, каждой машине по 3-4 человека. Ну, тут тем больше народу, тем лучше, да, как говорится, по грязи машины таскать. В ближайшем будущем мы хотим уже официально зарегистрироваться как клуб и совершать эти мероприятия регулярно. Ну, как сказать, хобби такое. Ну, вот некоторые там ездят на рыбалку, там на охоту. Вот у нас вот по грязям там поездить. Часто занимаетесь? Второй раз. А где работаете? Ну, программистом работаю во Внешторгбанке. А с чего начали? Когда вот первый раз? Как узнали? Да нет, вот недавно купил машину. Все. А раньше легковушки только одни были. А узнали об этих Ну, по интернету, там вот на ЕКТ.ру, там конференция авто. Там вот они кидали все сообщения. Все увидел, там приехал. И все. понравилось? Да. Ну, И дальше ну да, сейчас вот подремонтировать только надо, все. А дорого обходится обслуживание? Да не так. Как легковушка, чуть-чуть дороже только все. Не жалко денег? Ну, жалко, конечно. Ну, что ж поделаешь. Поддерживает. Какая хорошая. Ну только, да, силы как бы положил там. Ну. Денежков И не не очень жалко? много. Жалко. А зачем? Не знаю, адреналин, наверное, получить. Нравится? Он-то дороже стоит. А обслуживание дорого обходится? Да как бы руки есть, что. А как узнали Ничего не об этом? стоит. О том, что вот такие вещи В происходят? интернете? В интернете. И захотелось, да, принять участие? Ну да, как бы. В смысле, Решил скучно? попробовать. Скучно, нечем заняться или просто... Да что-то охоту закрыли, но рыбалка еще не началась. Ну просто машину испытаю. Я ее, кстати, недавно сделал. Как бы поэтому. Сейчас снова придется. Да нет, а что там, все целое. Да? Вот в чем кайф вот этого всего? Да сам не пойму, в чем кайф. Ну есть кайф, да и все. Блин. Захлебнулся! Неудачник! Да не, захлебнулся, видно же было. Захлебнулся, видно, конечно, по реке. Работаем. Рома, скажи, в чем кайф для тебя? Экстрим, понимаете, грязь, слякоть, вода. Ну это необъяснимое такое чувство, понимаете, адреналин вообще хлещет. Я не знаю. Лучше тебе и грязи здесь на якутских дорогах. Пока еще нет, пока нет. Надо попробовать все везде. И зарюхать машину, да? Да, вообще, понимаете, они на то и УАЗики, понимаете, джипы 4 ВД, они на то и созданы, чтобы лазить где-то по болотам, а не ездить по асфальту. Они для этого не предусмотрены. Вот так. Ну а так мне кажется вообще. Нет, четко, надо так выезжать. Помогай! Газ заведем. Еще. Сразу. Обратно.
Кто залил? Нет, точно не залила. Наверное, залила, конечно. Точно, все сырое. Все, здесь в двери это. А вы пиздец. Девчонки сейчас ушли, Подожди, подожди! А замой не туда. Им в этом виде спорта. В чем кайф? Непредсказуемость, наверное. Удовольствие от того, что преодолеваешь какие-то условия, которые создаешь сам. Русская душа, она же как бы создает условия, а потом преодолевает. Наверное, в этом. Ну и Вот как бы... Я смотрю, вот у вас машина оборудована, насварены какие-то крепежи. Для чего это вы сделали? Натягивается трос в лесу, когда ездишь, чтобы ветки били и уходили вверх. Часто ездите по лесу? Частенько. Хватило грязи сегодня? Нет еще. Я поеду еще покатаюсь. У меня есть, Когда все закончится? у меня есть еще покруче трасса. Где такая, если не секрет? Возле птицефабрики, там газопровод идет. Там такая хорошая, сладкая, знакомая. Так, по пояс будет. Спасибо. До свидания. Пришла такая идея проводить такие заезды. Ну, у нас в городе много людей, которые каждый сам по себе катается там, где попало, на своих аппаратиках. А если как бы можно организоваться, вместе же веселее, интереснее. Там, где пройдут, вернее, там, где одна машина не пройдет, там вдвоем, втроем на 3 машинах пройти гораздо легче. Это первый заезд? Нет, это уже второй так, если более-менее серьезный. Первый был где-то месяц назад. Сколько машин участвовало? Всего 5. А как так смогли распиариться, что сегодня, по-моему, уже 13 машин вышло на трассу? Ну, видать, есть потребность у народа в этом. А зачем вам это Ну, нужно? такая форма отдыха. Только и всего. Каждый отдыхает, как умеет. Да. Грязь, трудности, это здорово, это адреналин. Ну да, преодолевать трудности, как бы, это же человеческая природа. Сплачивает. Да. А много друзей завели? И большинство, как бы, людей, которые этими занимаются, они, как бы, ну, настоящие такие, хорошие люди. А вы потом общаетесь после работы? Ну, да, скажем так. Ну, конечно. Все? Хватает? Вот у вас такая дорогая машина, не жалко? Ну, насчет жалко, не жалко, во-первых, надо жить полной жизнью, а стоимость оборудования, снаряжения это вторично. Я скажу, что Якутск стал как бы более цивилизованным городом, поскольку появляется, уже рождается клуб 4ВД. Это везде в мире как бы признак цивилизованности. То есть я хочу сказать, что люди, которые
приобрели технику, аппарат, уже как бы свои возможности попробовали. Сейчас собирается клуб, и более будет интереснее, организованнее, цивилизованнее проводить досуг свой. И безопаснее. И много раз интереснее будет, я так думаю. Сегодняшние покатушки показали более-менее, значит, организованность, расторопность, умение организоваться, помогать друг другу, сплоченность. Я так думаю, что когда-нибудь мы эту дату, этот день вспомним как день рождения нашего клуба. Ваша машина, пожалуй, ветеран, наверное, здесь, да, такой? Какого года она? Второй год. Как делали ее? Когда? 2 недели владею. Первый раз выехал. 2 недели машины? Владею ей, да. Вчера только до 4 утра подготовился и выехал. А вы... Машина практически не готова. Сейчас только на испытании прошла. Ну, я думаю, она неплохо себя показала. Она еще покажет. Да, у меня просто есть хороший, да, джип, но жалко сильно его. И взял для этих целей вот эту машину. Ну, чтобы можно было хоть куда, эти ветки, деревья. Ничего не боится. Ну, как вам компания сегодняшняя? Да, очень здорово, понравилось. И... Вот если застрянете, ну или там, например, если вы проскакиваете, какой эйфория, там, не знаю, адреналин. Да, адреналина, конечно, добавилось, и впечатления очень большие. На первые лузы почему сели? Ну, как сказать, опыта, видать, не хватило. Данное вождение этой машины. Ну, ошибка моя, в общем. Все приобретается. Да, потом-то грамотно все просмотрели и проскочили, сами видели. Вообще спускаешь адреналин. Очень хорошо для организма и для машины. Для машины я вот... Ну, мы ее, как сказать, не пускаем ее в разнос, потихонечку, не рвем ее. И все это, как сказать, для себя и для машины, чтобы не износить машину и себе в наслаждение это было. А ваш партнер сегодня выступал в роли штурмана? Да. Да. Какие у вас ощущения? Ну, ощущение, блин, чувство выполненного долга. Как штурмана. Машина оправдала себя? Машина, конечно, оправдала. Да, ужасно. Много грязи. Можно было бы еще, конечно, побольше. Но этого достаточно на сегодня. Ну, да. Вы первый раз участвовали? Нет. Уже второй раз? Второй раз. Дальше собираетесь? Будем, конечно. Как только позовут, так сразу. Может быть, новые трассы какие-то у вас есть? Ну вот, мы хотели предложить Маган, где машины не ездят. Там Урал и Сайгаки буксуют. И думаете, крузер потянул бы? Ну, почему бы не потянул? Это он крузер, чтобы тянуть. Лучше машины нет. Так он и перевозит сухопутный крейсер. Поехали! Под льдом от стужи прячась дремлет Северное море, а у девушки якутки щеки алые, как зори. Вот идет она по кругу, ритмит четко другом, и волнует и тревожит, словно песня соловья. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Вот идет она по кругу головою так качая, а над ней плывут снежинки, словно маленькие чайки. На снегу синеют тени от задумчивых коленей, и прозрачный месяц светит, шерсть оленью серебря. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Под льдом от стужи прячась, море северное дремлет, но с небес высоких звезды свет алмазный льют на землю. В тишине седой и чуткой кружит девушка якутка, вместе с нею в танце этом кружит древняя земля. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В
в эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя.